Давай, поехали. День второй. Красота, конечно. Весенняя, морозная красота. Вот он буксовал вчера. Лосяра грыз осину. Следов нет. Ищем новые места. Не пошли. Пошла массовка. Массовка пошла. Был обрыв сейчас. Хороший окунь клювал. Я попробую на другую. Ага. Ой, блин. Думаю, покрупнее. Что удар покрупнее был, который оторвал. Здесь коряжник. Балансир зацепил на второй лунке. Рома поймал. О. Ну поймал 3 штуки вот таких. Ага. Ну нормально. Так, у Ромика щука срезала здесь. Срезала мормушку. Бьет окунь. Там потом поедем, пообедаем там, наверное, да? О! На балансир. Балансир рулит. Захватил еще. Чуть ли не на весь тройник. Какой красавчик какой. Красавчик, красавчик. О. Реагирует. Оба на прикосновение. О. Хороший. Хороший трофей. Хороший трофей, хорошая погода. Давай. Ищем дальше. Вот только что вытащил такого трофея. Ой, красавчик.
Просто. Просто красавчик вот такой. Прошла поклевка второго окуня. Сразу же. Сейчас мы еще добавим опарыша. Вкусного, чтобы извивался. Побольше опарышей закинул я. Так. Килограмм под килограмм. 3 харюза. Фу, 3 харюза. 3 окуня килограмм. Ну поклевка сразу. Бык, кивок. Все. Клевал, да? На всякий случай поддернул. Красота. Может сейчас по-моему балансир был. А я уже только хотел сейчас балансир взять. Подбурить еще, подальше пробурить. Здесь пробурить. Да, я дохуя он будет. Вот, О! далее. Вот, есть место. Ах, хотел. На том не ловил, да? А? На том не ловил? Ловил. На-на-на-на-на-на-на. Кайф, кайф, кайф. А удочка еще прям чувствует все поклевочки, все. Что через руку до ног доходит, да? Каждый удар. Четверых поймал с одной лунки, это уже о чем-то говорит. О профессионализме, наверное. Так говорит, надо, чтобы я бурить. Вся рыбалка заключается, чем больше пробуришь, тем больше поймаешь. А не сидеть в одной лунке там и сидеть там, высиживать там, счастья ждать своего. Сразу видно, лентяй человек или не лентяй. Щука. Щука. Мигает, мигает. Ах, зацепилась хорошо. На нижней и на не нижней. О, еще и щуку поймал. Вот это да. Вот сегодняшние трофеи. Вот они, свеженькие прям. Нашли место мы крупных окуней. Вот они, сейчас мы будем кушать и дальше искать их. Вот. Славик у нас. Сейчас мы. Красавцы, красавцы, конечно. Минус вот этой железы, которую я переделал, в том, я говорю, для того, чтобы не делали таких ошибок. Ну, во-первых, я перевязал, естественно, леску, которая здесь была 0,3 или что. Щуки попадаются такие, что 0,3 просто, когда примерзает с утра или вечером леска. Щука здоровенная, когда клюет, живца бьет, просто она-напросто отрывает, перерезает ее. Леска отрывается. А капрон уже, который не тонкий тоже, который тоже перетирается, а именно плотный такой, толстый такой, капроновая нитка. И опять же, что я сделал неправильно? Я сделал неправильно, я поставил сливу большую слишком, груз 22 аж грамма. Нужно вообще, почему плохо это? Потому что когда мы ставим флажок, живец бьется,
И постоянно получается много сработок пустых, потому что груз давит на дно, потому что мы поднимаем, естественно, от дна живца. И он дергает, а груз тяжесть такую дает и срывает флажок. И холостой получается, холостая сработка. Нужно делать груз чуть-чуть, не 22 грамма, наверное, каких-нибудь 10 грамм. А лучше не сливы никакие, которые я покупал и сверлом просверливал под эту капроновую. А просто нужен простой свинец, который там плавленый или какой пластинами или от кабеля. Небольшой свинечек, чтобы просто живец был. Чуть-чуть тянул на дно, но никак не 22 грамма. И просто неудобно. Буду переделывать. Попробовал. Ну, на ошибках учится. Красота! Весенняя рыбалка. Это просто загораешь, тишина, рыба ловится. Подстраховались, поставили сеточку, да, делаешь, на случай, что не поймаем ничего. О, страховка сработала. Это речная, да, или озерная? Ага. Начала кушать. О. Что-то попадается. Ух ты. Что-то щука клюет, что ли? Надо было еще вчера проверять, наверное, да? Подвижки начались. Начинает двигаться. Вчера вечером затянули. Здесь ходить по большому счету. Ну, пока еще, видишь, она стоит, она не будет дальше. Она будет везде закрывать. Это мы уже посмотрим через 2 недели. Через 2 недели это стопудово уже будет ловиться здесь. Кислорода и не хватает. Ух ты. Ничего себе. Ничего себе, мы подстраховались, как удачно. Страховка сработала.
Ничья, 45-ка. А я уже снимаю уже, да. Вот наш сегодняшний улов. За 2 дня, вернее. Щуки. 11 щук. Окуня такие. Сока там такие, где-то грамм. Сока вот этот. Под грамм 400, наверное. Сейчас, Виталь, подожди. Ну так, давай, иди. Пачка сигаретная. Да, это не спичечная, а сигаретная. Оставь ее, сейчас я фото сделаю. Ну что, друзья, подошла к концу наша рыбалка. На балансир ловилось очень плохо. Поймал всего я за сегодня, по крайней мере, что ловил щуку одну и маленького окушка. На жерлице за 2 дня 0. Все ловили на мормышку. Рыба есть, но начинает только подвижки у нее, то есть начинается только клев. Через 2 недели постараемся приехать сюда. Будем ловить на жерлице. Жерлицы, кстати, тоже 0 по нулям. 10 жерлиц выставляли, за 2 дня ни одной поклевки не было. Поставили сеточку, натянули небольшую. 45-ю ищу, попалась с десяток щук. Щука еле живая, то есть она в реке есть, но она еле-еле ходит. Через 2 недели сюда приедем. Будем ловить на балансир, будем ловить на жерлицы, на удочки. Я думаю, рыбалка будет сумасшедшая здесь. Рыбалка будет, дай бог, что все получилось, чтобы не было сильной оттепели. Приедем, притащим снегоход сюда свой. И будет рыбалка зачетная. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии. И не забывайте, ребят, подписываться на канал «Мужские увлечения» Ковалева Виталия, то есть меня. И до новых встреч!